Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые жители Республики Ингушетия. Как вам известно, на рассмотрение Народного собрания Республики Ингушетия вынесен проект нового закона о референдуме Республики Ингушетия. В связи с этим общественность республики обеспокоена тем, что в новом проекте закона не предусмотрены ключевые моменты, которые интересуют ингушский народ. Имеется в виду, что в новом проекте закона отсутствует положение, по которому предусматриваются вопросы, которые подлежат в обязательном порядке вынесению на референдум. Речь идет о необходимости проведения референдума тогда, когда изменяется статус нашей республики, объединяется республика с каким-то другим субъектом, меняется название республики и, разумеется, ключевое положение – это изменение территории республики и ее границ. В новом проекте закона этих положений нет, хотя они были в ранее действующем законе о референдуме Республики Ингушетия. Что это означает? Это означает, что руководство республики, Народное собрание республики обязано провести референдум, ежели они собираются внести какие-то изменения в статус нашей республики, в ее наименование, планируется ли объединение с другими субъектами и планируется ли изменять ее территорию и границы. Ежели закон о референдуме Республики Ингушетия будет принят в той редакции, в которой он был внесен на рассмотрение Народного собрания в первом чтении, то создается условие для того, чтобы по воле очень ограниченного числа лиц будет решаться судьбы нашей республики, а по существу нашего ингушского народа. То есть буквально человек 17-18 депутатов по инициативе руководства республики могут отменить нашу республику, могут передать наши территории соседним субъектам и в конечном итоге привести к тому, что будут отсутствовать основные условия для существования ингушского народа. Как известно, для существования народа необходимо несколько обязательных условий. Это должна быть территория, на которой проживает тот или иной народ, должна быть его государственность, хотя бы в том виде, как она существует в Российской Федерации, должен быть язык этого народа. Ежели будет ликвидирована государственность, если будут отданы территории этого народа соседям, то данный народ обречен на ассимиляцию с другими народами и исчезновение с карты нашей земли. Поэтому я обращаюсь прежде всего к депутатам Народного собрания Республики Ингушетия с просьбой, с настоятельной просьбой не принимать закон, где бы отсутствовали вопросы, подлежащие на обязательное вынесение на референдум, в частности, вопросы, связанные с изменением статуса республики, изменением ее названия, объединением с другими субъектами, изменением ее территории и границ. Ежели вы примете такой закон без этих положений, то вы причините непоправимый вред ингушскому народу и поставите под сомнение само его существование. Я надеюсь, что вы проявите патриотизм и примете этот закон о референдуме Республики Ингушетия в нужной для ингушского народа редакции. Я желаю вам в этом успеха.